Президент Аслан Бжаня провел встречу с молодыми учеными, представляющими институты подведомственной академии наук Абхазии. Во встрече также приняли участие руководители администрации президента Абисалом Кварча и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Президент поприветствовал молодых ученых и отметил особую роль и место науки в формировании и сохранении государственности Абхазии. Нам необходимо сохранить нашу государственность, наше государство, потому как государство – это наш с вами дом, в котором мы можем безопасно и по нашим обычаям развиваться. Может, даже он не самый большой дом, а может, это не небоскреб, но это наш симпатичный дом. И он должен быть открыт для наших гостей. Мы должны понимать, как нам действовать дальше, для того, чтобы нашей государственности ничего не угрожало. Какие силы есть у нас и на какие силы извне мы можем опереться, для того, чтобы завтрашний день наш был безопасным и развивающимся. Мне кажется, что об этом должны говорить в том числе люди науки, потому что люди науки – это все-таки главные профессионалы. Также он подчеркнул важность связи науки с экономикой. Мы должны посмотреть, чем мы располагаем, как сделать так, чтобы вот эта связь была устойчивой и она была направлена на решение экономических проблем. На самом деле наиважнейшая задача – это обеспечение экономического суверенитета. Далее президент обратился к кандидату сельскохозяйственных наук Дмитрию Сабеке предоставить статистические данные о цитрусовых. Сабеке описал ситуацию с цитрусовыми культурами в стране, начиная с советского периода. До нашей грузино-абхазской войны в советское время, до развала Советского Союза, выращивалось цитрусовых до 120 тысяч тонн. Из них доля мандарина составляла до 110 тысяч тонн, оттуда остальные 10 тысяч тонн – это половина, где-то 6 тысяч тонн – это апельсины и 5-4 тонн до лимона. А на сегодняшнем этапе, и, конечно, по данным статистики, по данным Министерства сельского хозяйства и таможенный комитет, вы сами непосредственно знаете, объемы производства варьируются из года в год. Самый пиковый объем производства был при Сергее Васильевиче Багаеве в 2007-2008 году. Тогда были построены приемные пункты цитрусовых культур. Потом это было приостановлено, но было хорошее финансирование фермерских цитрусовых. После войны самые большие? После войны самые большие до сегодняшнего дня это позапрошлый год 55 тысяч тонн. В рамках данной встречи было официально объявлено создание Совета молодых ученых при президенте. При нем был также сформирован попечительский совет, который будет направлять и консультировать членов Совета. Глава государства отметил необходимость наличия подобной площадки для прямого диалога и взаимодействия молодого научного сообщества с президентом. Свидетельствую свое уважение, намерение с вами контактировать и с учетом наших скромных возможностей поддерживать молодое научное сообщество. Руководитель администрации президента Абисалом Кварча в свою очередь отметил, что создание данного совета обусловлено высокой значимостью науки для республики, а также пообещал, что государство будет проявлять заботу о молодых ученых и выделять гранты для осуществления ими научно-исследовательской работы. Ученые люди – это системно мыслящие, не просто так легко стать кандидатом, за этим стоит огромный труд, и их интеллектуальный, научный потенциал будет максимально использован на развитие нашего государства и духовного, и экономического, и научного и так далее. Зураб Джапуа поблагодарил руководство страны за то, что они уделяют особое внимание науке и ученым страны, и со своей стороны обещал оказать всяческую поддержку в реализации данной инициативы.